По мнению участников пресс-конференции, абхазский и абазинский языки стремительно теряют свои позиции. Прежде всего, это происходит в городской среде, хотя ассимиляционные тенденции затронули и село. О цели программы рассказал ее руководитель, ученый, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации Алашера Муса Экзеков. Наша цель – это сделать родной язык модным, сделать повсеместным, чтобы знание родного языка стало абсолютной нормой. И, безусловно, успешная работа нашей команды позволит нам создать фундамент по объединению нашего этноса по всему миру. В городской среде многие родители предпочитают не учить родному языку детей и говорят с ними исключительно на русском. Это приводит к тому, что все меньший процент молодежи вырастает с полноценным знанием родного языка. Согласно недавнему исследованию, в 4 абхазских детских садах Сухума лишь 30–40% абхазских детей владеют родным языком. По мнению ученых, крайне важно сохранение, возрождение и развитие фольклорного знания народа, характерных особенностей традиций наших предков. Так же, как и языки, наши языки, абазинский и абхазский, традиционная культура, если можно сказать, культуры абхазо-абазинского этноса пребывают в реальной опасности. Вообще фольклор в широком понимании как народная культура, как память традиции был и остается первоосновой культуры вообще, абазин и абхазов в частности. Программы, нацеленные на сохранение и развитие абхазо-абазинских языков, полностью финансируются руководителем организации Алашера меценатом Мусой Экзековым. На Алакове. Настя Мургошба, Абхазское телевидение.